Из-за участия в нефтяной войне Россия потеряет 130 миллиардов долларов. Министр финансов РФ раскрывает, какие потери ждут Россию в 2020 году. В бюджете России на этот год заложена цена на нефть в $42.45 за баррель. После развала сделки ОПЕК+, о сокращении поставок котировки нефти Brent опускались ниже $23 за баррель, а стоимость российской нефти Уралс в северо-западной Европе приблизилась к $10 за баррель. Это минимум с 1999 года. Бюджет России в 2020 году может лишиться почти 3 триллионов рублей, 37,5 миллиардов долларов доходов от продажи нефти из-за низких цен. Об этом сказал министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии казначейства. Примечательно, что еще несколько дней назад Силуанов предполагал, что дефицит бюджета составил 0,9% ВВП или 2 триллиона рублей в денежном измерении. При этом пополнение Фонда национального благосостояния ФНБ в таких обстоятельствах становится невозможным. К сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом, и соответственно мы отклоняемся от макроэкономических прогнозов, которые мы формировали на текущий год. Безусловно, это коснется и бюджета. Мы делали оценки, только фактор нефти при текущих ценах практически на 3 триллиона рублей снижает нам объемы поступлений нефтегазовых доходов по сравнению с плановыми назначениями, сказал Силуанов. В связи с этим Минфин РФ перейдет на дефицитный бюджет и задействует средства резерва. Один из пользующихся популярностью российских блогеров профессор Преображенский отметил серьезную проблему, которая спровоцирована ошибкой Путина и выбранной им стратегией в рамках разрыва нефтяной сделки в ОПЕК+, и посвятил этому пост. Из-за падения цен и сокращения добычи нефти, подписать которое Путин был вынужден, Россия недополучит в 2020-м порядка 130 миллиардов долларов. Это примерно половина бюджета страны и столько же, сколько есть в ФНБ. Цена геополитических побед Путина выражена просто и понятно. При этом, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Путина поддержали бы 43%, выяснил фонд «Общественное мнение» ФОМ. Это самый низкий показатель, зафиксированный социологами за минувшие 18 лет. Лишь в апреле 2001 года за Путина были готовы голосовать меньше 42%. Продление президентских полномочий сыграло против Путина в условиях пандемии, коронавирус и курс рубля. Теперь бьют по рейтингу власти сильнее оппозиции. Ошибка, которая привела Россию к нефтяной войне и последующему кризису, только усугубила ситуацию и полностью разрушила имидж Путина в глазах народа, поскольку за его тактические ошибки расплачиваться будут россияне из своего кармана.